Всем привет! Этим видеообзором я открываю серию рассказов о Nokia N8 и Symbian 3. Nokia N8 это новый флагман финской компании, в котором собраны все технологические наработки, собственно, корпорации. А Symbian 3 это новая версия операционки, очень сильно переработанная по сравнению с S60 V5. Я думаю, будет интересен этот рассказ именно на примере флагмана. Ну и плюс этот телефон просто я себе приобрел, и поэтому и на нем и рассказываю. Итак, в сегодняшнем в первом обзоре я коснусь внешнего вида устройства, аппаратной платформы и, собственно, общих впечатлений моих от него. Итак, что касается аппаратной платформы. Телефон базируется на чипсете ARM11 с процессором 680 МГц, 3D-ускорителем Broadcom с поддержкой OpenGL 2.0. И это позволяет решить одновременно сразу две задачи. Первое это время работы. Процессор не сильно разогнанный, не требовательный к питанию, и поэтому время работы довольно высокое. А второе это, собственно, графический ускоритель, там, где надо работать с графикой, в играх, в обработке видео. Подключается он, и, собственно, достигается результат необходимый. Какой, прежде всего, результат? Это видеозапись в 720p и воспроизведение видео 720p. Хотя я лично считаю, что это даже, наверное, излишне, ну, если говорить о воспроизведении, потому что для телефона нормальные с меньшей, просто обычные DVD-рипы, то есть, которые качают 1,5 гигабайтные, вообще отлично идут, и их можно посмотреть там на экране телефона. Но если я уж начал говорить об экране телефона, то, собственно, экран. Экран используется AMOLED, то есть очень яркий экран, углы обзора отличные, практически не выцветающий на солнце. Тип сенсора емкостной используется, то есть сенсор реагирует на прикосновение, а не на нажатие. Ну и плюс еще обладает этим мультитач пресловутым. И давайте я вам покажу его действие. Помимо всего прочего, имеется встроенный акселерометр, но это уже стандарт для индустрии. То есть, когда поворачиваем телефон, меняется ориентация экрана. Здесь нет ничего нового. Итак, вот мультитач. Как видите, я сдвигаю и раздвигаю пальцами. Мультитач работает в браузере, работает в фотках, обещают сделать в картах, то есть в играх работает, ну то есть везде, где надо, везде он присутствует. Разрешение экрана 640 на 360 точек, но в принципе зернистости практически не видно, то есть, наверное, это нормальное разрешение, действительно никаких проблем, экран очень ощущается качественным. Теперь, раз мы заговорили о качестве, то, собственно, коснемся сборки телефона. Телефон собран отлично просто. Практически вся вот эта часть, которую вы видите, это анодированный алюминий. Пластик используется только вот здесь в верхних частях телефона, ну и кнопки пластиковые. То есть монолитная такая конструкция премиального прям ощущения, но при этом есть, как говорится, везде бывают подводные камни, и здесь расплата из-за такой монолитность и невозможность, как говорится, ничего не продавливается, все отлично собрано, но аккумулятор несъемный, точнее его можно поменять только в сервис-центрах, но это небольшая расплата. Ну и далее давайте пройдемся по корпусу. Здесь мы видим заглушками прикрыты два разъема под сим-карту и под карту памяти. Карты памяти используются до 32 гигабайт. Помимо того, что здесь встроен собственный массив 16 гигабайт. То есть, в принципе, расширяется все до 64 гигабайт, до 48 гигабайт. Помимо всего прочего, здесь мы видим разъем micro-USB, и также тут присутствует технология USB to Go, когда можно подключить еще флешку. Единственное, что она должна быть отформатирована в файловой системе FAT. И тогда, то есть, еще из флешки, например, смотреть фильмы или что-то перекачать. То есть, это отличная технология, я потом покажу, как она работает. Здесь еще есть огонек для зарядки. На верхнем торце мы видим разъем 3,5 мм мини-джек под наушники. HDMI вход. Это вообще первый GSM телефон, который снабжен этим входом.
и кнопка включения-выключения. На этом борту есть качелька изменения громкости. Кстати, отличная новость для тех, кто любит использовать телефон как плеер, как я, что громкость можно менять, не снимая экран с блокировки. Это отлично. Собственно, рычажок блокировки экрана, кнопка камеры. На нижнем торце присутствует разъем под питание. Причем телефон может питаться двумя способами. Как от компьютера через micro-USB, так и стандартные нокиевские зарядки тоже подходят. Здесь мы видим единственную кнопку меню. Когда мы нажимаем, вызывается меню. Если зажать ее, то вызываются открытые приложения, которые, как видите, в виде миниатюр представлены. То есть вот что касается этого. Ну, на задней стенке присутствует 12-мегапиксельная камера, ксеноновая вспышка и динамик. Камера фотографирует отлично, видео снимает отлично. Это уровень мыльниц, потому что здесь используется не обычная телефонная матрица, а матрица гораздо более крупная, практически от обычных цифровых компактов, от фотоаппаратов. И это тоже новое слово в индустрии. Ну а теперь, собственно, о моих ощущениях о телефоне. Я потом буду подробнее остановиться на всем. Но так, ощущения от телефона, во-первых, очень много положительных изменений, собственно, в самой операционке. И главный, экран стал лучше, и много всяких всевозможных эффектов, анимаций и тому подобного появилось. Это просто все, естественно, отлично. Не может не радовать. Потом, если брать, собственно, ощущения от устройств, как я уже говорил, прям они, премиальные. Это большой шаг вперед для Nokia, для меня после Nokia 5800. Даже мой E63 ощущается бедным родственником. Ну, то есть, в этом отношении тоже все просто суперски. Фотографирует отлично, присутствует уже около 30 3D игр. То есть, тоже есть чем время скоротать. Очень радует, что типа я могу посмотреть что-то прям с флешки перекинуть, не подключаясь к компу, или использовать телефон как видеоплеер, подключая к HDMI, по HDMI его к своему телевизору. То есть мультимедийная составляющая полностью отличная. Также на борту имеется Bluetooth 3.0, который я так и не могу испытать, потому что пока ни у кого еще нет телефонов с Bluetooth 3.0. Но это гораздо более быстрый способ сообщения. Но все модули присутствуют, и сотовый, и Wi-Fi, то есть об этом даже можно не говорить. 3G, 3,5G, камеры для видеотелефонии. Кстати, Мегафон открыл это уже доступна услуга видеозвонков, и, наверное, я тоже как-нибудь покажу ее. То есть я безумно доволен телефоном, и по мере обзоров буду раскрывать все его стороны. Но я думаю, на этом все. Если что-то я забыл сказать, то потом я впоследствии расскажу. Всем пока.